Да, второй аспект, о котором мы говорили, это то, что начал сыпаться русский либерализм и начали сыпаться российские средства массовой информации, и там началось и разгонка и про провокацию, и начали появляться какие-то вбросы. Это был просто откровеннейший вброс, спущенные в РИА Новости сверху, что в ВСУ, да, украинские вооруженные силы начали обстреливать какие-то мифические жилые районы ДНР, что бы это ни значило. И это был откровенный фейк, сброшенный для того, чтобы вот как раз-то такие отвлечь внимание и показать, что а вот все-таки, смотрите, украинцы все-таки такие вредные, плохие, это действительно они сделали. И многие начали это подхватывать, многие начали говорить действительно о провокации, и все это посыпалось, да, и произошло ровно то, о чем мы говорили, я говорил, и Айдер Муждабаев говорил, о чем мы толдычили годами. Наконец-таки произошла кристаллизация рейха. Все, он теперь беспримесный. Вот только совсем уже с единичными, наверное, исключениями, да, вот совсем с единичными. Вас предупреждали, друзья мои, вас предупреждали, что вы смешаетесь, вот станете похожи до степени смешения, да, что разница уже в конце концов исчезнет. Да? Вот мы с вами сейчас присутствуем в прямом эфире, наблюдаем момент, когда зарождается новый русский рейх. Когда он уже зародился. И это произошло. Все, теперь кто там что сидит на кухнях говорит, кто там против, кто не поддерживает, теперь это перестало иметь значение, потому что никакой раздробленной России уже не существует. Нет никакой такой оппозиции в России, которая могла бы говорить, нет, есть другая Россия, вот мы ее представляем, мы против, мы вышли на улицы, мы пытаемся влиять на власть. Никто никуда не вышел, никто ни на что не пытается влиять. И, опять же, как показала эта практика, в случае форс-мажора даже либеральные СМИ начинают распространять фейки и работать уже, в общем-то, на ту сторону, ну, потому что им просто надо выжить. Им там просто надо выжить. Нам здесь от этого ни тепло, ни холодно. Будем делать из этого выводы и понимать, что все. Теперь уже совершенно точно ров с крокодилами и плевать уже.